Российский парламент приступает к исполнению послания президента. Сегодня Совет Госдумы обсуждает план принятия законов. Правительству поручено представить всеобъемлющую систему поддержки семей с детьми к 1 июля. Помощь должна быть адресной, эффективной и своевременной. И, как отметил в своем послании президент, без волокиты и сбора справок. Тем более, что последствия года пандемии ощутила на себе вся экономика. Родителям особенно нелегко. Впереди планы на лето. Вопрос, который волнует многих мам и пап. Куда отправить детей? Причем так, чтобы это не било сильно по карману. Теперь государство возьмет на себя обязательства по компенсации половины стоимости путевки в летний лагерь. В нашей республике уже с прошлого года действует такая норма. И родители могут получить компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки в детские лагеря. А для детей-сирот, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и одаренных детей, путевки в оздоровительные лагеря приобретаются целиком за счет республиканского бюджета. В послании были даны четкие поручения по целому ряду направлений, которые должны быть учтены при подготовке новых инициатив социально-экономического развития России. Эти предложения должны быть представлены федеральным правительством до 1 июля. Задачи, которые поставил президент, направлены в первую очередь на повышение качества жизни людей. Республика Коми активно включится в эту работу. Еще одна мера поддержки – 10 тысяч рублей каждой семье школьника, в том числе и будущим первоклассникам. Суммы родители получат в середине августа, как раз на сборы к 1 сентября. Помогут и родителям, которые в одиночку воспитывают детей. Впрочем, не только жители нашей страны позитивно восприняли слова президента, но и субъекты федерации. В послании шла речь о кредитах государства на инфраструктурные проекты. Это новые большие стройки по всей стране. И в регионах уже начинается огромная работа. Предложены очень важные решения, которые не только снимают долговую нагрузку, это новые инфраструктурные проекты, но суть их сводится к тому, что не просто поддержать наши регионы в этой ситуации, это, по сути, позволит перезагрузить экономику. Это, естественно, приведет к изменению и улучшению жизни в самых отдаленных наших населенных пунктах. И что очень важно, что за этими мерами стоят вопросы долгосрочной финансовой устойчивости не только для субъектов Российской Федерации, а и для наших муниципальных образований. И как человек, который представляет Республику Коми, для меня очень важным было предложение о перезапуске проекта Северного широтного пути, потому что вот эти новые логистические возможности, они, конечно же, и создают новые меры не только для возрождения наших северных арктических территорий, а именно для развития. Сенатор от правительства Коми Ольга Епифанова также отметила поддержку регионов. Это поможет снять закредитованность, особенно коммерческими кредитами. Но особо ее порадовало поручение президента в части газоснабжения населенных пунктов. А что еще важно для жителей в нашем регионе именно на земле, особенно для сельских жителей, для жителей в небольших городах и поселках? Это очень давно назревший вопрос обеспечения газом или другим альтернативным видом энергии. Очень много жалоб я всегда получала из-за того, что подведение газа к маленькому, к небольшому дому стоило огромных денег, которые люди, даже если этот дом был 8-12-квартирным, были не в состоянии заплатить. И сегодня мы слышали прямые указания президента о прямых конкретных мерах. И этот вопрос был четко поставлен. До границы участка энергия должна быть дана. Как отмечают эксперты, то, что говорил президент в своем послании, было конкретными указаниями правительству. Федеральные и региональные органы власти получили конкретные задачи, над которыми будут работать.